Сегодняшнее открытое совещание главы городского округа началось с обсуждения дипломатической поездки сибайской делегации в Китайскую Народную Республику, по итогам которой резюмировано, что цементному заводу в городе быть. Уже подписан ряд соглашений по сотрудничеству. Представители Сибая воочию увидели прототип объекта в китайской провинции. По аналогичному проекту будет возведен и местный цементный завод. Минэкономразвития Башкортостана ставит его в перечень приоритетных инвестпроектов республики, что принесет большую пользу экономическому состоянию не только районам Зауралья, но и всему региону. Мы посетили завод в городе Лишань, цементный завод, который находится у них прямо в городе. Знаете, что удивило? Никаких черной там сажи, дыма, ничего нету. Все чисто, цветут вокруг трава, деревья, цветы растут. Вот как раз таки то производство, которое планируется быть организовано у нас, оно будет на той же технологии с использованием того же оборудования. Но масштабы там, конечно, очень мощные. Вот если мы говорим про провинцию с населением 80 миллионов человек, более 80 миллионов человек, вот этот завод практически в полном объеме закрывает потребность. Это самый крупный завод в провинции Сычуань, цементный, с производительностью 12 миллионов тонн в год. Мы даже для себя поинтересовались, в каком размере в среднем в год оплачивают штрафы за нарушение экологии. Они на нас так удивленно посмотрели и сказали: ноль. То есть мы вообще не за нарушение экологии ничего не платим, потому что мы соблюдаем все требования, все нормы. Это очень жестко. Как отмечает заместитель главы администрации города по экономике Наиля Белгузин, проект полностью безопасен в экологическом плане и особо важен для установления дальнейших связей Китая с нашим городом, не только по линии промышленности. Присутствующие были ознакомлены с графическим макетом объекта, где отчетливо видны запланированные железнодорожные ветки и зеленая изгородь на предприятии. Уже разработаны логистические связи по ввозу оборудования на территорию России. Проведены тендеры, и определено уже на сегодняшний момент, определены, кто будет поставлять оборудование. Оборудование достаточно сложное. Будет оборудование поставляться такое же, которое поставляется, реализовано у них как на самом заводе, так и есть инвестиционные проекты, которые реализованы за территорией самой республики, Народной Республики. Картину прошедшей недели дополнил первый заместитель Ильфат Сафин, пояснивший ход работ по программе «Башкирские дворики» и «Городская среда». Благодаря первой во дворе по адресу Ленина 27 и 40 лет октября 56 дети могут радоваться новой площадке, а после окончательного бетонирования основ конструкции и вовсе успеют насладиться активными играми в теплые осенние дни. В ближайшее время будут рассмотрены свыше 20 заявок по программе благоустройства «Городская среда» на 2019 год. Также был пояснен ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Уже завершены работы в 13 из 15 запланированных на 2018 год объектах. Подведены итоги по мероприятиям муниципального земельного контроля в поселке Золото. За период 17 по 21 сентября инспектором муниципального земельного контроля проведено 4 проверки соблюдения норм земельного законодательства в отношении физических лиц. Из них 2 плановые и 2 внеплановые по обращению граждан. Проверки проводились в микрорайоне Золото. По результатам проверок нарушение норм земельного законодательства не выявлено. В отношении одного землепользователя составлен протокол за уклонение от участия в проверке за аналогичное нарушение по ранее направленным материалам мировым судом. Один гражданин привлечен к административной ответственности. Постановлением главы администрации утвержден план проверок соблюдения норм земельного законодательства физическим лицам на территории городского округа города Сибай, Республики Башкортостан на 4-й квартал 2018 года. Обращение с твердыми коммунальными отходами выходит на новый уровень. Организация «Эко-Сити» будет обслуживать самую большую по площади территорию Башкортостана. В нее входит 18 муниципальных и 4 городских округов, в числе которых и Сибай. Впервые в Зауралье будет организован полноценный вывоз отходов. Раньше мусор вывозился частично и в основном на ближайшие свалки, которые уже переполнены и подлежат рекультивации. Первым заместителем также были подведены итоги ряда мероприятий в рамках месячника безопасности детей и учений по ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефти, прошедших на территории нефтебазы.
В ходе совещания глава администрации города Рустем Авзалов вернулся к экологической ситуации в Сибае, а вернее к посадке деревьев на территории города. Уже более 800 мест подготовлены для высадки саженцев. Руководство города призывает жителей принять активное участие в формировании списков с желаемыми зонами для озеленения. Заявки можно подать в ближайшие сроки, и все они будут приняты к сведению для заблаговременной подготовки мест посадки. Экологические субботники стартуют 29 сентября и продолжатся до 27 октября. В этот период планируется массовое озеленение Сибая. С днем начала уборки в городе совпадает и первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Согласно повестке совещания, в выступлении Наиля Абилгузина прозвучала информация о посевных и уборочных кампаниях. На текущий момент сбор урожая завершен на 84%. Заместитель градоначальника по экономике также призвал предпринимателей Сибая и ближайших районов обратить внимание на меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, 26 сентября в бизнес-инкубаторе пройдет тренинг Арсена Нуриджанова на тему повышения производительности труда субъектами малого и среднего предпринимательства, бережливое производство. Также приятной новостью для начинающих бизнесменов стало, что Фонд развития поддержки малого бизнеса предлагает льготное кредитование от 100 тысяч до полумиллиона рублей под годовую ставку в 2%. На базе этого же фонда предприниматели могут получить безвозмездную услугу по созданию веб-площадки сайта компании. В завершении совещания Гузель Шимгулова, заместитель главы администрации по социальным вопросам, оповестила присутствующих о начале работ информгрупп и о начале рассмотра заявок по программе поддержки местных инициатив на 2019 год. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, что по вопросам участия в программе они могут обратиться за разъяснениями в администрацию города. Обеспокоенность властей вызывает негодование горожан по поводу сбора средств в образовательных учреждениях города. Особое внимание глава администрации попросила обратить на то, что участие в программе поддержки местных инициатив предполагает самостоятельный и добровольный сбор средств от населения. Только в этом случае при софинансировании со стороны спонсоров, администрации города и населения из республиканского бюджета будет выделена финансовая поддержка в размере до 75% от стоимости реализации проекта. Вот эта программа поддержки местных инициатив, она не работает по-другому. Она работает только если есть средства населения, плюс спонсоры, мы говорим, когда есть средства местного бюджета, и тогда уже есть средства республики на какой-то проект. Сегодня мы говорим как? Вот те, кто там возмущается в социальных сетях, да, понятно, что если кому не нравится, действительно вы можете не заявляться, вы можете отказаться и вообще не участвовать в этих проектах. У нас есть другие учреждения, которые желают принимать участие в данных проектах. Неужели там учатся не наши дети? В сады ходят не наши дети, да, наверное. В школу тоже не наши дети ходят, чужие. Это нам еще одна маленькая возможность вытащить деньги с республики. В завершении расширенного заседания были озвучены даты и формат мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей, и обозначены условия запуска отопления по заявкам в учреждениях дополнительного и общего образования по достижению среднесуточной температуры в рамках установленной нормы в многоквартирных домах. Подробности можно узнать на сайте администрации города и на странице ВКонтакте. Напомню, что запись открытой оперативки главы транслируется онлайн каждый понедельник с 10 утра. Также находится в свободном доступе на вышеуказанных ресурсах. Екатерина Марочкина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На старой детской площадке во дворе домов номер 27 по улице Ленина и 56 по улице 40 лет октября, построен еще в советское время, выросло не одно поколение. Со временем, как и любое сооружение, она устарела, и играть на ней было просто-напросто небезопасно. Жители двора много лет сетовали на то, что площадку пора бы уже обновить. Программа «Башкирские дворики», стартовавшая в прошлом году, стала удобным шансом для постройки новой игровой зоны. Результаты инициативы жителей можно видеть уже сегодня. От старой площадки не осталось и следа, а новые современные игровые элементы местная детвора уже успела облюбовать. Я люблю площадку, потому что она красивая и новая. И мне нравится первая машина и горка. Раньше была барабанчик, там плохо крутился, а здесь сейчас снова поставили. Так интересно, что можно догонялки, тройную горку поставили. От снега можно спрятаться под этим в домике. Там качельки поставили хорошенькие. Было так скучно. Вот на новые уже машины, качели другие, домик, тройная качели, еще одна качели.
спускаться можно. Вторая машина. Еще как в ЦДТ есть. Ну, тебе Лазить. в целом нравится? Да. Даже 2 качели. Новая детская площадка готова примерно на 80%. Остались еще завоз песка и планировка участка. В перечень работ, которые можно осуществить по программе «Башкирские дворики», входит не только обновление детских площадок, но и ремонт асфальтового покрытия, установка спортивной площадки, скамеек, беседок, урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, организация наружного освещения, устройство пешеходных дорожек и придомовых ограждений. В зависимости от того, что из перечисленного является самым необходимым для жителей конкретного дома либо двора. Ведь не только мнение и инициатива горожан, но и их софинансирование – одно из главных условий участия в данной программе. Если объем финансирования на 2018 год для реализации проекта «Всебая» составляет 13 миллионов рублей, то 11 миллионов от этой суммы финансируется из бюджета республики, 15% из бюджета города, 5% добавляют инициативные горожане. Так, жители одного из дворов улицы Чайковского сочли необходимым создать у себя спортивную площадку. А для проживающих по адресам: дом номер 6 по улице Белова, номер 17 по улице Ленина, номер 17 по улице Пионерская, самым актуальным стал вопрос по ремонту асфальтового покрытия. Оставшаяся дворовая территория следующая. Это ветеранов 3, строителей 6-8, Матросова 41-45, Достоевского 2-1, Горняков 22-24 будет выполнен также в ближайшее время, то есть в ближайшие 2-3 недели. Будет выполнен монтаж детского оборудования, а также общие работы по благоустройству данных площадок. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Не торопимся, тот, кто идет первый, не торопимся. Заряд энергии, задора и отличного настроения получили работники образования города, принявшие участие в туристическом фестивале, который традиционно проходит в районе оздоровительного детского лагеря «Юлдаш». В этот раз он был посвящен 100-летию дополнительного образования в России. Такие ежегодные спортивные соревнования по туризму проводятся с целью пропаганды и популяризации активных форм отдыха и укрепления здоровья, подготовки педагогических работников к проведению туристических походов и соревнований со школьниками. Ну и, конечно, обмен опытом туристско-краеведческой работы и выявление сильнейших команд. Спокойно, не торопи! Мы же не на время. Конечно. В соревнованиях приняли участие 15 сборных из учреждений образования города. Программа мероприятия была очень насыщенной, куда входили не только туристические дисциплины, но и творческие конкурсы. В течение 2 дней команды проявляли себя в таких испытаниях, как визитка, пешеходная дистанция, комбинированный маршрут, конкурс биваков, туристическая кухня и прочих. Вставай, первый ночью вставай, никто для меня открывай, дыхание природы, вставай, 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 первый ночью вставай, целовать не забывай, дыхание природы, вставай, вставай. Подведение итогов мероприятия осуществляла судейская коллегия, скомплектованная из педагогов Центра детского творчества и эколого-биологического центра. В этом году первое место заняла команда школы номер 12, на 2-м месте гимназия-интернат и 3-е место разделили между собой гимназия и Башкирский лицей имени Рамазана Умедбаева. Закончился туристический фестиваль торжественной линейкой, награждением победителей и призеров фестиваля грамотами отдела образования города, ценными подарками. Ирина Оренбургина, Александр Петров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.